Божьи слова: «Сын мой, ты потерян, без направления в жизни». Вы когда-нибудь испытывали глубокую депрессию, у которой нет выхода? Не теряйте надежды, потому что сегодня у меня есть предупреждение от Бога, полное любви, божественного руководства и новых благословений и чудес для вас. Бог сказал: «Подумай о том, чтобы услышать мой голос, который я люблю, делай каждый шаг своего путешествия». Представьте себе, что у вас есть доступ к вечному совету, который может принести мир даже перед лицом величайших проблем. Эта мечта сбудется. То, что вам предстоит пережить, это настоящий дар небес, посланный непосредственно для того, чтобы исцелить ваше страдающее сердце и вновь зажечь пламя вашей веры. Сегодня, сын мой, я воспринимаю твои слова с любовью и заботой, чем-то, что поражает в глубине моей жизни желанием достичь тебя. Я прошу вас дать вашим ушам и вашему сердцу сердце, чтобы эти слова могли медленно доходить до вас, окутывая вас покоем и безопасностью. Моя цель всегда окружать вас любовью, которая согревает, защищает и направляет, особенно когда трудности кажутся непреодолимыми. Таким образом, даже в разгар кризиса вы можете чувствовать поддержку, руководство и большую ценность, потому что рядом со мной есть особенный человек. Очень важно поделиться с вами этими словами, которые обещают исцеление и обновление вашего внутреннего «я». По мере того, как мы приближаемся, и вы понимаете и доверяете истинности и силе моих слов, советы, которые я даю, должны быть воплощены в жизнь. Я хочу, чтобы вы сказали, что я не воспринимаю эти слова, чтобы обескуражить вас или заставить вас отказаться от своей мечты. Напротив, я призываю вас принять мои советы, потому что они откроют дверь к более глубоким отношениям с Богом, позволяя чудесам произойти на вашем пути. Провозгласите с верой: «Господь, я верю в Твою любовь и защиту». Чтобы вы познали эти чудеса, важно очистить свой разум от негативных вещей и неудовлетворенности. Знайте, что я прославляю вашу веру, но предупреждаю, что жалобы и негативные мысли могут ее немного испортить. Избавьтесь от цепей, которые мешают вам двигаться вперед. Держитесь подальше от окружения и людей, которые замыкают круг негатива. Принеси мне свои радости и страхи, и позволь мне показать тебе мою любовь к тебе. Доверившись мне, я подготовлюсь к устранению препятствий, блокирующих ваш путь, и раскрою лучшее, что вас ждет. Песня «Господь, я открываю свое сердце Твоему свету». Сейчас моя любовь к Тебе выходит за рамки и радует Твое сердце. Так что наслаждайтесь этим видео с удовольствием, поделитесь им со своими близкими, чтобы они могли искупаться в воде Божьей любви. И подпишитесь на наш канал, чтобы я мог каждый день питать вашу душу новыми словами с небес. Я готов освободить вас от цепей, причиняющих вам боль, и облегчить давление, которое вас тяготит. Вы почувствовали, как ветер толкает вас в неожиданный шторм, но я хочу, чтобы вы знали, я здесь, чтобы привести вас к паводку и успеху. Как ваш верный хранитель, я прошу вас не забывать эту дарованную вам благодать. Наполните себя позитивными словами, и пусть райское счастье наполнит вашу жизнь. Этот год – важное время, лучшее время, чтобы применить на практике собранную вами мудрость. Тип надежды – ты мой пастырь, и я никогда этого не захочу. Помни, даже если ты меня не видишь, я всегда рядом с тобой, как и искренность твоих молитв.
Я очень хочу ответить на глубокие мысли в вашем сердце и показать вам путь. Слушайте внимательно, примите эти слова и позвольте им прожить благословенное и полноценное будущее под моей вечной опекой. Дорогое дитя, ты заслуживаешь жизни, полной целей, радости и бесконечного удовлетворения. И теперь это доступно вам благодаря удивительной квантовой голограммной молитве. Эта трансформация позволяет вам соединиться с Богом и принести все божественные благословения и руководство, о которых вы всегда мечтали. Не теряйте больше времени, переходите по ссылке в сообщении. Когда вы войдете в это священное место с верой и надеждой, поймите, что вы благословлены. Ваша вера не единственный ключ, сила, которая разрушает великие препятствия на вашем пути. Теперь, имея перед собой ясный путь, идите твердо и мужественно. Когда вы находитесь в отношениях со мной, вам нечего бояться, потому что мое присутствие постоянно в вашей жизни, давая силу и руководство каждому вашему шагу. Чтобы поддержать эту волну, я хочу вселить в ваше сердце слова, которые принесут радость и надежду на будущее. Божественный план для вас полон сюрпризов и обещаний, которые ждут на каждом повороте вашего пути. Но сначала позволь мне повторить, как сильно я тебя люблю. Иногда, когда одиночество кажется твоим единственным спутником, ты ищешь меня и находишь. Ваши победы и уроки, даже те, которые кажутся маленькими, в моих глазах велики. Прежде чем просить о многих благословениях, которые находятся в вас, важно понять цель, стоящую за ними, и каким должно быть ваше отношение, чтобы они сбылись. Как садовник терпеливо ждет дождя и солнца, так и вы должны быть терпеливы. Это ожидание не пассивное, а активный план, подтверждающий ваши мысли и мечты. Сохраняйте в своем сердце надежду, потому что многие благословения еще впереди. Еще до рассвета найди меня в молитве, и да будет Богу угодно в твоей жизни. Отвернитесь от покаяния и укрепите свое сердце советом, которым я делюсь с вами. Берегите их в своем сердце. Любовь и уважение, которые я испытываю к вам, отражаются в том, как вы относитесь к своей семье и тем, кто встречается вам на пути. Вскоре вы станете свидетелем чуда, которого так ждали. Это приглашение специально для тебя, драгоценное дитя, которое каждый день ищет моего присутствия. Пройдите этот путь вместе со мной, потому что я с нетерпением жду возможности благословить вас сюрпризами. Даже в тишине, с закрытыми глазами позволь себе почувствовать тепло моей любви. Сохраняйте эти слова утешения, в их лжи желаю счастья и мира. Пусть трудности будут преодолены, уступив место новому циклу успеха для вас и вашей семьи. Наконец, даже если ты чувствуешь себя ничтожным перед лицом мира, знай, что ты очень дорог мне. Внимательно слушайте мой совет, ведь мой дом тоже ваш. Здесь вы услышите и насладитесь тем, где глубокая и настоящая любовь находит отклик в каждом уголке. Дитя мое, моя любовь к тебе не изменится, и я свет, который устранит все тени в твоей жизни. Ненавижу жить одной и той же жизнью без того, чего хочешь. Молитва квантовой голограммы здесь, чтобы изменить все. Эта техника сочетает в себе элементы квантовой физики и духовности, чтобы экспоненциально увеличить силу ваших молитв. Удивительные свидетельства чудесных исцелений и удивительных откровений.
В основе нашего контракта лежит призыв к вам каждый день добиваться моего присутствия, это желание поразить мое сердце. Когда мои слова обращаются к вам сейчас, примите их со смирением. Нет необходимости, чтобы беспокойство и отчаяние давили на ваши плечи или чтобы вы становились пленником собственной тревоги. Я хочу иметь с тобой отношения, которые, поверь мне, невероятны в любой ситуации. Избавьтесь от забот, которые затуманивают ваш разум. Оставь все свои чувства мне, и я освобожу тебя. Встречайте наступающий день с сердцем, полным надежды и веры. Я здесь, чтобы дать вам силу и уверенность на небесах. Я хочу избавиться от страхов, овладевших вашим домом, особенно связанных с деньгами, чтобы обеспечить безопасность вам и вашей семье. Это мое обещание. Не слушайте голос сомнения, полностью погрузитесь в настоящую энергию, любовь, свободу и чудесное преображение. Мой божественный свет воссияет не только на тебя, но и на всех вокруг. Сохраняйте веру и доверие, ведь несравненные блага уже есть в вашей жизни. Пригласите меня стать частью вашего путешествия, вспомните времена, когда происходило мое вмешательство, принесите ответы и чудеса, подтверждающие, что моя сила работает в вашей жизни. Это может показаться трудным, особенно в замешательстве, но помни, я никогда не оставлю тебя, даже если люди, которым ты доверяешь, пойдут другим путем, оставив тебя беспомощным. Знайте, что я рядом, и я всегда рядом с вами, предоставляя ответы и необходимую поддержку во времена сомнений. Признать этот факт может быть непросто, но знайте, что вашей наградой утром станет эмоциональная отдача. Вот что ждет тех, кто заново откроет свою веру и осознает разницу между путями. Вам не нужно искать где-то еще слова утешения. Я здесь, готов заставить вас жить с моим Святым Духом. Мои учения – основа жизни, храни его в своем сердце, и ты укрепишься силой и благословениями, выходящими за пределы человеческого понимания. Я – ответ, который нужен твоему сердцу. Поверьте, я превращу то, что было задумано против вас, в ступеньку к вашему продвижению и успеху. Мечтай о многом смело, знай, что, когда ты крепко держишь меня за руку, нет предела тому, что мы можем сделать вместе. Верьте всю свою жизнь, потому что я в вас готов обильно благословить вас и явить чудеса в вашей жизни. Напишите с верой: «На Тебя уповает сердце мое, Господи, основание жизни моей». Пока мои слова надежды наполняют вашу жизнь, поделитесь этим подарком со своими близкими, нажав кнопку «Поделиться» прямо сейчас. Поставьте лайк этому видео в знак вашей признательности и подпишитесь на канал «Моя любовь без возраста», чтобы обнять тебя. Я приглашаю вас изменить свое мышление, следовать моему мышлению. Помните, что благодаря божественной силе нет границ, проблем или врагов, которые могли бы помешать вам двигаться вперед. Держитесь подальше от чувства поражения и не позволяйте этим чувствам поглощать ваш день. Вместо этого найдите время, чтобы соединиться со мной. В конце дня, прежде чем хорошо отдохнуть, преклоните колени и поделитесь со мной своим опытом, уроками и трудностями. Я обещаю укрепить вас удивительными способами, позволить чудесам развернуться перед вашими глазами, изменить вашу реальность и укрепить вашу веру в меня, того, кто верит в Бога и любит Отца. Не забывай, мне нужна твоя любовь и верность. Пусть ваши слова и действия всегда отражают доброту и доброту.
Моя любовь к тебе вечна и неизменна. Теперь я прошу вас отплатить за эту любовь, осознав глубокую связь между нами. Скажите всем сердцем: «Я люблю Тебя, Господь, и верю в Твою работу в моей жизни». Представьте, что я, как горшечник, тщательно создающий глину, работаю для вас. После некоторого ожидания и ночи отчаяния, когда вы, наконец, получите ответы и благословения, которые вам нужны, вы поймете, насколько вы изменились и укрепились в этом путешествии. Пришло время принять мир и счастье, которых вы заслуживаете. Я работаю, пытаясь сделать эти новые начинания реальностью для вас. Так что погрузитесь глубже в мои учения, укрепите свою веру и приготовьтесь мечтать и планировать больше. Вы будете доверять мне, потому что на этот раз ваше доверие и ваша вера приведут вас к успеху, который вас удивит. Тип доверия: я оставляю свои планы и мечты в Твоих руках, Господи. Приходите ко мне, потому что я готов осыпать вас безусловной любовью, выслушать ваши потребности и открыть дверь к величайшим благословениям. Оно обещает открыть небесный мир и влить в ваши планы больше, чем вы можете себе представить. Наконец, вы освободитесь от всякого угнетения. Но чтобы получить эту свободу и пройти с благословениями, необходимо сделать важный шаг, стоять твердо, идти прочь, отдыхать, когда это необходимо, но всегда вставать, быть прилежным и встречать невзгоды смело и с радостью. Я звоню вам сегодня, чтобы пообещать посвящать свое присутствие каждый день, безотлагательно приступить к этому обязательству. Потому что у тебя, мое храброе дитя, есть сила и способность твердо стоять в своей вере. Приняв это решение, вы станете победителем. Скажите судье: «Господи, я готов к благословениям, которые Ты имеешь для меня». Чувствуете ли вы, что достигли всех своих целей? Любовь, деньги, здоровье в целом. С приложением квантовой голограммы все это возможно благодаря квантовой связи с реальностью. Нажмите на ссылку в комментариях и войдите в этот удивительный путь, который ведет к дискуссиям между учеными и духовными лидерами. Сегодня я дарю вам состояние мира, спокойствия, силы и ясности. Ваши молитвы не только услышаны, но и приняты с большим интересом. Я счастлив наблюдать за вашей эволюцией небесной мудрости, видеть вашу растущую способность принимать правильные решения. Освободитесь от влияния компании, которая не приносит мира и не укрепляет вашу веру. Теперь, перед лицом трудностей, ты обращаешься ко мне, находишь убежище и заново открываешь свою силу. Изменения будут видны всему миру, блеск в ваших глазах, благодарность, покидающая ваше сердце, и улыбка, которая наполняет ваше лицо, откроет путь и уничтожит проблемы. Знайте, что я намерен наполнить вашу жизнь неизменными благословениями. Встаньте и заявите право на этот новый рассвет. В своем путешествии не забудьте признать важность моего присутствия. Погрузитесь глубже в мое слово и позвольте моему Святому Духу победить вас. Даже если отчаяние пытается заставить ваше лицо сиять в этом трудном мире, стойте твердо в надежде. Я обещаю вам и всем вашим близким защиту, любовь, руководство и бесконечные благословения. Провозглашайте с радостью: «Принимаю, Господи, Твою любовь и благословение благодарным сердцем». Я действительно восхищаюсь вашим замечательным духом. В невзгодах ваш покой будет убежищем, силой, не ослабленной невзгодами.
Если что-то поколеблет твой покой, мои небесные объятия станут твоим щитом, уничтожат всю печаль и наполнят твое сердце истинным счастьем. Ваш свет будет настолько ярким, что семья и друзья заметят это изменение, и вы будете очень счастливы. Вы будете идти с высоко поднятой головой, полной жизни, осознавая свое наследие как дитя Творца Вселенной. Каждый ваш шаг будет делаться уверенно, сияя счастьем. Ваши честные отношения и ваша благодарность покорили мое сердце. Не забывайте благодарить Бога за чистое сердце. Завтра до рассвета. Я буду ждать тебя, желая снова окутать тебя объятиями безусловной любви. Ваша преданность мне и ваша любовь к своим детям трогают меня до глубины души. Будьте ясны в любви, я готов, Боже, прими меня в Твоей бесконечной любви. Ты, мой драгоценный сын, являешься источником гордости. Идите под моим руководством и любовью, ибо во мне вы найдете источник всего важного, радости и мира. Я вижу, что пламя веры горит с новой энергией в вашем сердце. Скажите спасибо, если вам понравилось это видео. Затем посейте семена обновления, делясь ими, чтобы другие тоже могли пожинать его плоды. Подпишитесь на канал, чтобы я всегда мог поливать ваш духовный сад. Они, ваши драгоценные дети, находящиеся под моей божественной опекой, занимают особое место в моем сердце. Подобно голубям, которые выросли и теперь готовы исследовать большое небо, ваши дети собираются расправить крылья в поисках свободы. Поощряйте их летать, будучи уверенными, что мои защитные объятия будут с ними во всех приключениях, во всех гонках. Доверившись моим обещаниям и веря в план, который я изложил, вы обретите силы посреди бури. Какими бы заманчивыми они ни были, беспокойство и желание контролировать каждый аспект жизни ваших детей только заставят вас меньше беспокоиться. Знайте, что я назначил времена и сроки всему под небом, и дети ваши не освобождены от этого факта. Ваша задача – обеспечить свою семью молитвами и любовью, а остальное оставить в моих умелых руках. Спасение, изменившее вашу жизнь, в конце концов достигнет и ваших детей. И когда это время придет, они переживут перемены, вернутся домой с радостью и проживут долгие счастливые годы. Провозгласите с верой: «Я доверяю Тебе, Господь, всем своим сердцем и оставляю своих детей в Твоих руках». Считаете ли вы, что вам нужно изменить свою веру и свои отношения с Богом? Не тратьте больше времени на отсутствие духовности. Нажмите на ссылку в сообщении, чтобы получить доступ к методу перехода «Запрос квантовой голограммы». Приготовьтесь к глубокой и мощной связи с Создателем, который может принести исцеление, благословение и божественное руководство в вашу жизнь. Это духовная революция, которую вы так долго ждали. Хотя это может показаться тяжелой работой, продолжайте молиться за них, потому что на горизонте не за горами новый рассвет благословений для вашей семьи. Будьте уверены, зная, что они под моей опекой. Будь орудием мира и любви дома, ведя всех на правильный путь словами и действиями, которые трогают мое сердце. Комментируйте с надеждой: «Мой долг думать о Твоей любви, Господь, каждый день». Вскоре твоя семья признает мое присутствие, потому что своим поведением ты показал мне безусловную любовь. Я могу исцелить тебя, убрать печаль из твоей жизни своим святым словом, освободить тебя от печали, терзающей твою душу.
Я могу поместить в твое сердце мысли, которые зажгутся, как огонь, заставив погаснуть мечты, которые когда-то дремали. Я должен изменить твое мышление. Я уже давно говорил вам, и вы не сделали несколько выборов, о которых я вас просил, но не отчаивайтесь. Я могу помочь вам. Если я сверхъестественным образом вмешаюсь в твою жизнь, я выпрямлю твой путь и подниму тебя на мое святое место. Я могу направить вас в правильном направлении, убрать барьеры, которые мешают вам расти, и отдалить вас от плохих дружеских отношений. Я могу открыть тебе глаза, чтобы ты увидел, как они тебя предали. Я удалю отношения, которые ранят твою душу. Отныне ты дашь мне базу, где тебе не будет нужен никто, чтобы заполнить твое одиночество. Моей благодати достаточно для тебя. Я сломаю вашу зависимость от тех, кто вас угнетает, и открою ваши духовные глаза, чтобы вы, наконец, поняли, что вам не нужны негативные привязанности, чтобы добиться успеха. Ты пойдешь вперед самостоятельно, с силой и мудростью, которые я тебе дам. Вы решили придерживаться моих слов, даже если у вас проблемы. Вот ты здесь и не уйдешь. Вы не похожи на тех, кто думает, что у них не будет шансов. Ты хочешь победить, я здесь, чтобы помочь тебе. Не бойтесь, оставьте негатив позади. Вам не обязательно быть негативным. Это время перемен к лучшему. Если в вашей жизни появился новый вызов, не паникуйте. Я дам тебе силы, необходимые для того, чтобы быть готовым ко всем благословениям, которые встречаются на твоем пути. Ваша семья будет благословлена, защищена и любима. Аминь. Если вы считаете, что эти слова могут принести утешение и вдохновение другим, я приглашаю вас поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Вместе мы сможем распространить веру, любовь и надежду среди тех, кто, возможно, в этом нуждается больше всего. Мое сердце слабо, ничто и никто не может остановить это. Если вы собираетесь двигаться вперед, делайте это с гордостью и великой верой. Я много раз говорил тебе, что люблю тебя, поддерживаю тебя и хочу защитить тебя. Все, что вам нужно сделать сегодня, приложите все свои силы, и если ваши силы подведут вас, я буду рядом с вами, чтобы помочь вам, когда вам это понадобится. Не бойтесь говорить и спрашивать меня о хорошем. Что касается всего, что вам нужно вырастить, выразить или поделиться, я всегда говорю вам, что хочу благословить вас и дать это вам. Все, что тебе поможет, это укрыться в моих объятиях. Когда ты думаешь, что не можешь идти, встань ко мне на ноги и заплачь. Если ты устал бороться, вокруг тебя происходит много трудностей и боли, но силой моих слов и любовью моей любви я смогу защитить тебя и утешить твое сердце. Не забывайте эти слова. Оставайся здесь. Слушайте до конца. Не позволяйте этим отвлекающим факторам вызывать у вас чувство неудовлетворенности и беспокойства. Это проверка вашего терпения. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты внимательно слушать, получить сокровище и следовать этим святым словам, которые я собираюсь вложить в твою душу. Когда ты просыпаешься каждый день, слушай меня. Я знаю, что ты проходишь через множество испытаний, и иногда у тебя нет сил думать. Но в этом плане нужно использовать себя и быть смелым. Слово веры,
может исцелить вас и вдохновить немедленно подняться и процветать. Возможно, решите сегодня поверить всем своим сердцем, что я изменю вас своей любовью, своей мягкостью, своим терпением, своими заповедями и своими учениями. Я изменю это время страданий на новый день счастья. Твоя значимость и благословение важны для меня и многих людей, хотя некоторые не будут сожалеть и презирать твою любовь. Я вижу твои усилия и уважаю твое желание любить, не ожидая ничего взамен. В своей электронной книге я делюсь всем, что вы для них делаете. Я с тобой, и действительно, у тебя много свидетелей с неба и земли. Военные ангелы готовы сражаться, победить врага и убрать камни и препятствия с вашего пути. Есть люди, которые любят вас и молятся за вас. Твое имя упоминается передо мной каждый день. Я отдал свою жизнь за спасение, свободу, мир, борьбу и счастье в грядущие дни. Я расскажу вам, какое электричество принесла моя кровь, чтобы помочь вашей семье. Я хочу помочь вам, но мне нравится видеть ваши мысли и ваш честный выбор в будущем. Обещай мне, что ты согласишься с моими словами. Будьте терпеливы и слушайте меня каждое утро. Открывайте глаза, слушайте внимательно и учитесь хорошо. Вы увидите вокруг себя новое и хорошее. Пришло время вам узнать, кто я, и предстать передо мной всем своим сердцем. Ты мне очень нравишься. Я даю тебе руку. Думаю об этом. Я могу изменить твою жизнь. Я обещаю вам, что то, о чем вы просите, придет. Вы всегда верите в меня и уверены, что на все ваши молитвы во имя Иисуса будет дан ответ. Я хочу объявить о новой эре, большем правлении, открытых небесах и большем количестве благословений, которые наполнят каждый уголок вашей жизни и дома. Вы и ваша семья будете наполнены миром и счастьем. Все это возможно для тех, кто верит в меня, хранит мои слова в своих сердцах и ожидает благословения, не сдаваясь и не оглядываясь назад. Я просто прошу вас осознать необходимость быть твердыми и терпеливыми. Для рождения требуется 9 месяцев. Семя должно упасть в плодородную почву, срезать и пересадить, прежде чем оно прорастет и вырастет. Ваши благословения драгоценны и сильны. Чтобы все соответствовало вашим интересам, нужны усилия и время. Уверяю вас, что вы меня понимаете, и надеюсь, что не будете разочарованы. Вы будете смотреть на горизонт, делая один шаг, и останетесь там, где находитесь сейчас. Не бойтесь меняться, все для вашего блага. Я хочу, чтобы вас окружали люди и ресурсы, которые помогают вам расти. И если ты пойдешь со мной, никто не будет судить тебя, или обвинять, или судить тебя, потому что я защищу тебя. Сегодня, дитя мое, если ты сможешь соединиться своими духовными очами, увидишь воинство небесное, стоящее рядом с тобой. И если ты сможешь увидеть мой свет с неба, чтобы осветить твой путь и как он падает на твоих врагов, и если ты сможешь понять все, я могу дать тебе все, что поможет тебе жить. Оставайся в моих объятиях. Когда ты думаешь, что не можешь идти, встань ко мне на ноги и заплачь. Если вы устали страдать, вокруг вас происходит много трудностей и боли. Но силой моих слов и благодатью моей любви я всегда буду защищать тебя и утешать. Не забывайте эти слова. Оставайся здесь. Слушайте до конца.
Не позволяйте этим отвлекающим факторам вызывать у вас чувство неудовлетворенности и беспокойства. Это доказательство вашей настойчивости. Я хочу знать, сможете ли вы выслушать, получить сокровище и следовать этим святым словам, которые я собираюсь оставить в вашем сердце. Когда ты просыпаешься каждый день, приходи и сосредоточься на мне. Я понимаю, что ты проходишь через множество испытаний, и иногда у тебя нет сил думать. Но в этом плане нужно использовать себя и быть смелым. Слово веры может исцелить вас, ободрить и завершить вас в любое время. Возможно, это правда. Решите сегодня поверить всем своим сердцем, что я изменю вас своей любовью, привязанностью, терпением, моими заповедями и моими учениями. Я изменю это время страданий на новый день счастья и благословения. Ты очень много значишь для меня и для многих людей. Хотя некоторые могут быть неблагодарными и не ценить вашу любовь, я вижу ваши усилия и ценю вашу преданность любви, не ожидая ничего взамен. Все, что вы для них делаете, я записываю в свою книгу. Я с тобой, и у тебя много свидетелей с неба и земли. Военные ангелы готовы сражаться в битвах, побеждать врагов и устранять препятствия с вашего пути. Есть люди, которые любят вас и молятся за вас. Твое имя упоминается передо мной каждый день. Я отдал вам свою жизнь, чтобы вы могли получить спасение, свободу и мир среди борьбы и счастья в грядущие дни. Я могу показать вам силу моей крови, чтобы принести благословение вашей семье. Я хочу помочь вам, но мне нравится видеть ваши отношения и ваше желание двигаться вперед. Обещай мне, что ты поверишь моим словам. Будьте терпеливы и слушайте меня каждое утро. Откройте глаза широко, слушайте внимательно. Мало-помалу вы увидите вокруг себя новые и истинные вещи. Пришло время узнать, кто я, приди ко мне всем своим сердцем. Я тебя люблю, я даю тебе руку. Я верю, что это так. Я изменю твою жизнь. Я обещаю вам, что то, о чем вы просите, придет. Вы всегда должны доверять мне, и вы знаете, что на все ваши молитвы во имя Иисуса будет дан ответ. Я должен объявить вам о новом времени обильного дождя, открытого неба и благословений, которые будут в каждом уголке вашей жизни и дома. Вы и ваша семья будете наполнены миром и счастьем. Все это возможно для тех, кто верит в меня, держит мои слова в своем сердце и ждет благословения, не сдаваясь и не оглядываясь назад. Просто прошу вас знать. Если вы хотите быть стабильными и терпеливыми, семена должны упасть в плодородную почву, быть поврежденными и заменены на новые, прежде чем они прорастут и начнут расти. Ваши благословения драгоценны и ценны, чтобы все было в гармонии, нужны время и усилия. В твоих глазах я знаю, что ты меня понимаешь, и надеюсь, что ты не разочаруешься. Вы будете смотреть на горизонт, пока идете шаг за шагом, и оставите то место, где находитесь сейчас. Не бойтесь меняться, все под вашим контролем. Я хочу, чтобы вас окружали люди и ресурсы, которые помогают вам расти. Если ты пойдешь со мной, никто не сможет победить тебя, обвинить или осудить тебя, потому что я могу защитить тебя. Сегодня, дитя мое, если ты вместе со своими духовными очами сможешь увидеть стоящих рядом с тобой небесных воинов, и если ты сможешь увидеть мой свет божественный,
сияющий твой путь, и как он падает на твоих врагов, если ты сможешь увидеть все, что происходит вокруг тебя. Небо и земля часто движутся в вашу пользу, тогда я смогу позаботиться о вас в чудесном сне, чтобы вы смогли вкусить немного рая на земле. Я потеку по всей вселенной ради твоего благословения. Вот что я делаю, когда вижу такую верную веру, как ты. Поверь мне, как будто ты любишь меня всеми мыслями и душой. Мне нравится твоя сильная вера, поэтому я отвечаю тебе каждый день. Каждый день у меня есть для вас особое послание, но я остаюсь прежним. Каждый день будет трудным, но моя любовь накроет тебя, и она не изменится. Прежде чем ты приступишь к своим повседневным обязанностям, я хочу сказать тебе, что люблю тебя, но хочу услышать это из твоих собственных уст. Я хочу услышать, что ты говоришь, мой Господь Иисус, и отвечу, что я тоже тебя люблю. В этом году я благословлю вас, процветаю и устраню все разочарования и разочарования из вашей жизни. Я могу исцелить тебя своими святыми словами от отчаяния, терзающего твою душу. Я вложу тебе в голову мысли о жизни, они загорятся, как огонь, мечты, которые когда-то дремали, погасли. Я должен изменить твое мышление. Я разговаривал с вами уже долгое время, и вы не сделали некоторых выборов, о которых я вас просил, но не отчаивайтесь. Я помогу тебе. Здесь я сверхъестественным образом вмешиваюсь в вашу жизнь. Я подниму твое основание и подниму тебя своим святым полем. Я буду направлять ваши шаги в правильном направлении, устранять препятствия, мешающие вашему росту, и держаться подальше от плохих дружеских отношений. Я открою тебе глаза, чтобы ты увидел, как они предали тебя. Люди, которые говорят, что любят тебя, уничтожат отношения, отравляющие твою душу. С этого момента ты ставишь меня на первое место. Возможно, вам не нужен никто, чтобы заполнить ваше одиночество. Моей благодати достаточно для тебя. Я разрушу вашу надежду на тех, кто угнетает вас. Откройте свои духовные глаза, чтобы вы, наконец, поняли, что вам не нужно продолжать борьбу для достижения успеха. Вы можете двигаться вперед самостоятельно, используя силу и знания, которые я могу вам дать. Ты решил удержать меня за ноги, даже если тебе это не удалось. Ты здесь, и ты не должен уходить. Вы не похожи на тех, кто думает, что для них не будет времени. Тебе придется сражаться, и я здесь, чтобы помочь тебе. Не бойтесь оставить плохое, не нужно плохого поведения. Это время перемен, и если в вашу жизнь приходят новые конфликты, не отчаивайтесь, я дам тебе силы. Будьте готовы ко всем преимуществам. Если вы напишете мои слова, вы увидите и услышите разные вещи. Ваше поведение изменится, и даже те, кто причинил вам боль, начнут меняться. Ваша надежда обновится, улыбка станет ярче, а уверенность на лице вызовет уважение. Вы никогда не терпели неудач и никогда не потерпите неудачу. У меня есть для тебя жизнь и сила, право стоять на земле, чтобы процветать и быть счастливым. Я проснулся на третий день, и ты проснулась вместе со мной. Примите, верьте, примите, есть эта божественная сила, которая разделит воды вашего беспокойного моря и даст вам право идти в безопасное место. Когда ты перейдешь море, я буду с тобой, пересекая бурную реку, вы не упадете. И если пройдешь сквозь огонь, не обожжешься. Я дал тебе силу атаковать змей, скорпионов и прежде всего силу врага.
и ничто и никто не причинит тебе вреда. Мои благословения никогда не заканчиваются. Я защищаю тебя, я забочусь о тебе. Я люблю тебя, потому что я твой Отец. Тебе не обязательно завоевывать мою любовь. То, что у меня есть для тебя, принадлежит тебе и никому больше. Теперь с верой, когда бы тебе ни потребовалось, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Что-то хорошее и неизведанное я вам расскажу. Я все равно буду слушать, что вы говорите и говорите. Я буду говорить о своих благословениях и любви, которую я испытываю к тебе. Придут трудности, проблемы и конфликты, но ты мой, я люблю тебя, я твой пастырь, и у тебя ничего не будет. Я хочу, чтобы ты полностью понял, кто ты и что я выбрал тебя, чтобы любить и быть благословленным. Скажите мне, во что вы верите, примите эти слова с верой, почувствуйте мое присутствие, когда слышите и читаете их, сделайте глубокий вдох, примите смысл. Наслаждайтесь этим опытом, когда преклоняешь колени в молитве, возникает радость, счастье и счастье. Эти прекрасные привычки принадлежат вам и останутся с вами навсегда. Я живу в изобилии. Поэтому я вдохну здоровье и свободу в каждую часть твоего тела, твоей души, твоего сердца и наполню тебя своим Святым Духом. Я иду увидеть каждый уголок твоих мыслей, горести, забытые боли, сожаления, нерешенные ошибки. Все закончится сегодня. Наслаждайтесь этим прощением, будьте счастливы этим очищением, которое я несу в ваше сердце. С сегодняшнего дня ты будешь плакать, но от радости, счастья, радости. Откройте свои руки к небесам и получите благословение дождя, падающего на вас и вашу семью. Пусть твои волосы будут мокрыми в этой святой воде. Пусть твоя одежда будет мокрой до тех пор, пока ты не почувствуешь тяжесть, но не носи на своей спине тяжелую и бесполезную ношу. Я вверяю тебе свою несравненную славу, вызывающую невероятные изменения и трансформации. На этот раз вы ждали очень долго, и я тоже жду его с большим терпением. Пришло время изменить свою историю, исцелить свое прошлое и вернуть то, что у вас было украдено. Пришло время изменить свою жизнь и снова поверить всему, что я обещал вам на слове. Начиная с сегодняшнего дня, ты меняешься настолько, что увидишь себя совершенно другим, обновленным человеком. Голодный враг больше недостаточно силен, чтобы напасть на вас. Люди смотрят на вас и видят, что в вас есть что-то уникальное и особенное. Некоторые ненавидят тебя и боятся тебя, потому что нечестивцы знают, что их конец близок. Вы и ваша семья одержите победу, когда злые люди, выступающие против вас, будут побеждены и больше не восстанут. Моим Святым Духом я наполняю тебя, как сосуд, полный чистого масла. Я очень тебя люблю и желаю тебе всего наилучшего. Подумайте, что вы будете делать, сколько людей вы благословите. Ваша семья очень поможет, вы спасите их от нищеты, болезней и смерти, вы много сэкономите, появятся новые дружеские отношения, и ваши отношения изменятся. Сегодня вы счастливы и умиротворены. Вы найдете добрых людей, которые дадут вам свое благословение. Я хочу, чтобы ты рассказал всем, кто тебя поддерживает и любит. Говорите уверенно, и слова жизни и надежды исходят из ваших уст. Ты не оставишь меня, ты будешь держать знак, который я дал тебе, прощение твоих грехов, мою кровь, которая очищает тебя и дает тебе жизнь вечную.
Я буду счастлив, потому что ты твой отец, а ты будешь рад подаркам и мыслям, которые получишь от меня. Потомство твое будет многочисленно, как песок морской. Я тот, кто вчера любил тебя любовью, и с каждым днем люблю тебя сильнее. Твое будущее в моих руках, но мне нужно твое доверие. Я еще раз прошу вас не игнорировать эти слова, не критиковать то, как я вам сказал. Я выбираю людей со смиренным сердцем, которые поверят мне на слово и объявят миру наши прекрасные и божественные слова. Бог благ, я есть, я есть. Я буду твоей любовью, лаской и добротой. У меня все хорошо, потому что я еще и писатель и творец. Своими руками я дал сигнал к сотворению мира. Своей мудростью я создаю пределы звезд, земли и всех важных элементов вашей жизни. Из праха ты был создан, и в этот мир твое тело, однажды в прах ты вернешься. Когда твоя душа будет долго ждать рядом со мной до конца, я превращу твое тело из праха в чистое, вечное и неразрушимое тело. Ты объединишь моих слуг, и мы вместе вернемся на эту землю, чтобы противостоять силам зла. Готовься, тогда однажды рядом со мной ты будешь править. Но пока этот день не наступит, не сдавайтесь. Искать меня не устал. Я хочу, чтобы ваша приверженность следовала моей воле. Скажи мне теперь своими словами, что ты всегда будешь любить меня. И если вы хотите, чтобы другие получили благословение, которое попадает в ваши руки, передайте эти письма тем, кого вы любите, и знаете, кто нуждается во мне. Присоединяйтесь к моей армии хороших новостей, и вместе мы благословим жизнь. Я никогда не ошибаюсь. Все происходит не случайно. Каждая ситуация в вашей жизни имеет божественную цель. Ты мое самое большое сокровище. Ты в безопасности в моих объятиях. Я люблю тебя, даже если ты далеко, и я все равно буду любить тебя, даже если это неправильно. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Мое мнение не меняется. Я сам прихожу навстречу тебе, когда тебе грустно, чтобы найти легкий выход из твоей боли, но я говорил тебе, что настоящая жизнь и покой не лежат за воображением. Вы должны быть терпеливыми, преодолевать трудности, верить моим словам, идти рука об руку со мной, чтобы достичь своей долгой и победоносной свободы. Я хочу, чтобы вы искали дополнительную информацию и решили продолжить борьбу, потому что я сражаюсь на вашей стороне. Я помогаю тебе, когда ты зовешь меня, я сражаюсь с тобой, когда ты слаб. Мои небесные солдаты оглядываются вокруг, когда ты слаб. Зачастую вы даже не представляете, от скольких ситуаций я вас спасал. Я открою вам глаза на духовный мир, чтобы вы могли увидеть моих солдат и жестокие битвы, которые они вели, защищая вас. Я спасаю тебя от роковых случайностей, я защищаю тебя от болезней, смущаю мысли преступников, и я упрекаю врага твоей души, когда он пытается тебя погубить. Я подтверждаю свою любовь к тебе и напоминаю, что, несмотря ни на что, ты в безопасности в моем доме и любви. Но я также с любовью прошу вас не беспокоиться и не бояться, сталкиваясь с трудностями. Ты обещал доверять мне и не делать того, что говорят люди. Я обнимаю тебя, никакие угрозы и ложь не смогут тебя тронуть. Вы находитесь на самом высоком уровне веры, роста и мудрости, где я помещаю вас выше того, где конфликт, гнев, клевета или гнев не могут вас коснуться.
Они хотят увидеть ваш ответ, они хотят украсть ваше спокойствие. Они знают, что если им это удастся, ваше воображение разыграется, уведет вас по неверному пути, потенциально нанося вред другим на этом пути. Поэтому я прошу вас принять мой покой, только веру. Уделите минутку тишины и произнесите мои слова мысленно или вслух. Сила моего обещания разорвет цепи и освободит вас от стресса и беспокойства из-за лжи, которую вам сказали. И даже если это правда, не стоит терять покой, если придут плохие новости. Прямое лицо. Я говорил прямо с твоей душой и гарантировал, что всегда буду с тобой. Те, кто противостоит тебе, верят, что ты защитник, что их слова сделают тебя, но не верь этому, не позволяй этому. Не позволяйте лжи и лжи обмануть ваше сердце и разум. Я дам тебе необходимые силы для победы над врагом, и даже если ты совершишь ошибку, я выслушаю твое раскаявшееся сердце. И поверьте в это, отвернувшись от ошибок и плохих друзей, вы обретите истинное счастье и получите богатые блага. Это ваше решение, во что вы хотите верить. Я просил вас много раз, помни, ты человек, но теперь пойми, что я Бог. Ты забираешь веру, а я забираю силу. Я знаю, что иногда ты слаб, но я здесь, чтобы помочь тебе, и всегда буду это делать. Я защищаю вашу семью от страданий и буду защищать ее в дальнейшем. Но я прошу вас и всех в вашем доме найти меня, поверить в мои слова и получить все блага моих священных обетований. Пожалуйста, поговорите с ними. И скажите им, что я знаю все об их жизни и что у меня есть особый план для его осуществления. Скажите им, чтобы они не печалились, если они думают, что что-то потеряли, будь то имущество, друзья, работа или если их планы плохи. Повторите им эти слова. Все происходит ради божественной цели. Наш Бог все контролирует, и в конце концов, даже плохие ситуации помогут нам. Ищи меня каждый день, благодари за все в радости и горе, и верь. Чудеса произойдут, когда ваше сердце наполнится хвалой. Передайте им это сообщение, скажите, чтобы они не волновались, все будет хорошо. Время великих благословений для вас и вашей семьи. Сохраняй веру, оставайся сильным. Я готов благословить тебя, ты готов принять все, что я приготовил для тебя. Я также хочу, чтобы ты потом выбрался из трудных времен, освободился от чувства неудачи. Позволь мне сказать. Ни один из моих сыновей и дочерей не потерпел неудачу и никогда не потерпит неудачу. Я люблю их, забочусь о них, готовлю и лечу. И если они падают, они поднимаются, и если они совершают ошибку, они перекладывают на меня свои грехи, просят прощения, и я с терпением и любовью прощаю им. Они встали, стряхнули пыль и двинулись вперед, веря в мои слова и устремив взгляд на цель. Мои сыновья и дочери совершают ошибки, но они смиренны и способны признать свои грехи, принять мое прощение и отбросить все разочарования и грехи. Враг воспользовался твоим желанием украсть и причинить тебе боль, но все, что у тебя отнято, я верну тебе. Я хочу, чтобы вы привыкли жить жизнью свободы мысли. Не вините себя за прошлые события и не наказывайте себя, отказывая себе в шансе на успех. Я хочу, чтобы ты продолжал верить в свою веру и научился зависеть от меня. Я призываю вас делать то, что кажется вам невозможным.
Поймите, мальчик, девочка, я выбираю вас, чтобы вы были благословением для всех, кого вы любите. Поэтому ты не можешь оставаться таким, как ты. Ты встанешь, преодолеешь все мысли, которые ты себе поставил, и просто примешь, что ты мой сын, моя дочь. Невзгоды, которые вы пережили в прошлом, приучают вас жить в постоянном стрессе, приводящем к чрезмерному страху. День за днем твоя душа наполняется страхом, твою душу губят неправильные мысли. Это больно, но вы усвоили уроки, умеете принимать правильные решения и выбирать хороших друзей. Ты идешь правильным путем, в моем сердце ты готов к победе, вступая в новую эпоху могущественных чудес. Благословения в пути дадут вам веру, силу и радость. Примите их без колебаний, они все ваши. Я люблю тебя, и поэтому сегодня предлагаю вам другую статью. Я вижу, как твоя вера растет, живая и гордая, сильная и страстная. Ты вырастаешь, ты лучше знаешь меня, ты учишься доверять, ждать подходящего момента, чтобы получить благословения, которые я приготовил для тебя. Я создаю армию смелых людей, готовых жить гордо и решительно, готовых проявить свою любовь, решиться на перемены, изменить тело и душу. Вы один из смелых избранных. Но внимательно слушайте то, что вы слышите и что видите, отдавайте предпочтение моим словам, питайтесь и погружайтесь в мой Святой Дух, читайте, слушайте, говорите, пишите, пойте. Все, что я призываю вас делать, делайте это с духом и правдой. Я хочу, чтобы вы научились контролировать, потому что я благословлю вас, но вы должны заботиться о них с любовью и ответственностью. Я не хочу заставить вас гордиться, я хочу сделать вас смиренными. Право, которое я даю тебе, если ты хочешь моих благословений, пусть твое сердце будет смиренным и чистым. Не говорите оскорбительно и не критикуйте других, не поднимайте руки и не пачкайтесь, чтобы навредить тем, кто вас ценит, кто вам помогает или дает вам работу, чтобы заработать на хлеб. Работайте усердно, работайте с энтузиазмом, будьте благословением для окружающих вас людей, для своей семьи и для всех, кто вас окружает. Я выбираю тебя, чтобы ты был богатым плодом. Иди, куда я тебя пошлю, чтобы в твоем доме наполнились достаток и благословение. Я говорю тебе как настоящий друг. Если ты хочешь увидеть перемены в своей жизни, ты должен решить послушаться меня и пойти со мной. Скажи мне, что ты это сделаешь. Вы собираетесь вступить в чудесную новую эру. И если вы последуете моим путем, вы будете правы. Я воспитываю тебя храбрым воином, буду вести твою семью, вести тебя от победы к победе, и чтобы мое присутствие было с тобой во всех твоих великих победах, от славы к славе, от твоей похвалы и благодарности. Я жду тебя и всех в твоем доме, девочка, мальчик. Я люблю тебя, чемпион, и очень благословлю тебя. Я не ошибся в выборе тебя, я точно знаю, что делаю, потому что хочу, чтобы ты почувствовал, как сильно я тебя люблю. Если вы думаете, что эти слова могут благословить других, прошу вас оставить свою благосклонность. Ваше служение важно для того, чтобы охватить многих людей, таких как вы, которым также необходимо слушать и получать благословение. Подумав об этом сейчас, вы измените ситуацию и будете благословленны за это. Приготовьтесь, потому что я принесу вам большую помощь, и это хорошо. Вечная жизнь, кротость и полное счастье уже рядом. Я буду отмечать ваше здоровье своим небесным прикосновением и благословениями,
которые изменят вашу жизнь. Вы испытаете выздоровление, превосходящее ваше воображение, и будут найдены решения ваших проблем. Вы готовы? Я понимаю, что вы имеете дело с хрупкостью, недугами и грустью. Не волнуйтесь, потому что я здесь, чтобы поддержать вас, обеспечить исцеление и пробудить ваш мир и вашу любовь. Доверьте мне свои финансы, свои приоритеты, свои отношения и свои увлечения, и вы получите сокровища на небесах и на земле. Давайте помолимся в одном сердце. А Господь Иисус, Ты мое прибежище, и я молюсь о Твоей помощи. Исцели меня, моих родственников и моих друзей. Я надеюсь навсегда, моя вера и моя надежда на Тебя. В 2024 году ко мне придут благословения, принесшие исцеление, поддержку, заботу и руководство с небес. Я единственный истинный Бог, а мой Сын Иисус Христос действует как духовный канал, соединяющий людей с Божественным. Через Него достигается вечное спасение, потому что у Него есть путь, истина и смысл жизни. Как всемогущий, я поддерживаю вашу жизнь и удовлетворяю ваши постоянные потребности. Благодарность открывает двери для большего количества благословений. Итак, посчитайте свои благословения и будьте благодарны за изобилие. Держим слово. Во-первых, доверься мне, и я пронесу тебя через самое трудное время года. Во-вторых, помните, что мои праздники уже сработали, превратив негативные события в позитивные и подарив вам и вашим близким много благословений. В-третьих, я укреплю вас, чтобы вы продолжали упорствовать, несмотря на желание стать зависимым. Я могу открыть вам чудесные вещи, чтобы вы могли ощутить немного рая на земле, а также то, как небеса и земля движутся на вашем пути. Вот что я делаю, когда вижу таких честных верующих, как ты, которые исцеляют меня. Как ты любишь меня всем сердцем, так и я люблю твое доверие, поэтому отвечаю тебе каждый день. Каждый день принесет свои проблемы, но моя любовь покроет тебя, и она не изменится. Прежде чем ты приступишь к своим повседневным делам, я хочу сказать тебе, что люблю тебя, но мне нужно услышать это из твоих собственных уст. Я хочу услышать, как ты говоришь, что любишь Иисуса. Я отвечу, что я тоже тебя люблю. В этом году я благословлю вас, процветаю и устраню всю печаль и разочарование из вашей жизни. Я исцелю тебя своими святыми словами от отчаяния, терзающего твою душу. Я могу вдохнуть жизнь в ваши мысли, а они могут вспыхнуть, как огонь. Мечты, которые когда-то дремали, погасли. Я хочу изменить ваше мышление. Я давно с тобой разговариваю. Ты не решил некоторые вещи, о которых я тебя просил, но не отчаивайся, я могу тебе помочь. Здесь я сверхъестественным образом вмешиваюсь в вашу жизнь. Я сделаю твой путь прямым и поддержу тебя своей святой дисциплиной. Я могу заставить вас двигаться в правильном направлении, устранить барьеры, мешающие вашему росту, и отдалить вас от плохих дружеских отношений. Я открыл тебе глаза, чтобы ты увидел, как тебя предали люди, которые утверждали, что любят тебя. Я могу удалить отношения, которые разрушают вашу душу. В ближайшие дни ты дашь мне первое место, тебе не понадобится никто, чтобы заполнить твое одиночество, тебе достаточно моей благодати.
Я сломаю вашу зависимость от тех, кто вас угнетает, открою ваши духовные глаза, чтобы вы, наконец, вспомнили, что вам не обязательно подвергаться опасности, чтобы добиться успеха. Вы будете идти вперед с силой и мудростью, которые я могу дать ты. Ты решил висеть у моих ног даже на гвоздях, ты здесь и не уйдешь. Вы не похожи на тех, кто думает, что у них никогда не будет времени. Вы хотите потусоваться, и я здесь, чтобы вам помочь. Не бойтесь оставить плохое, не обязательно иметь плохое отношение. Это время перемен к хорошему, и если в вашей жизни возник новый конфликт, не бойтесь, я могу дать вам силы быть готовым ко всему. Удача, которая встретится вам на пути, ваша семья будет счастлива. Защищающий и очень любящий. Аминь. Если вы считаете, что это послание может принести утешение и вдохновение другим, я приглашаю вас поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Вместе мы сможем распространять веру, любовь и надежду среди тех, кто в этом больше всего нуждается. Аминь. Я Бог, я не лгу, во мне нет зла. Многие из вещей, которые я сделал ради любви, доказывают, как сильно я люблю тебя, любовь, которую едва можно описать словами. Приди ко мне, и я наполню твою душу божественным счастьем. Я покрою тебя такой чудесной любовью, что слезы твои будут чистым счастьем. Неважно, где вы находитесь, вам все равно. Если ты плачешь и кто-то спрашивает, скажи правду, ты чувствуешь великую любовь Отца твоего Небесного. Вы скоро получите благословение, которого так долго ждали. Злой враг пытался отобрать тебя у меня, но не сдавайся, я понимаю твои чувства. Не уходите и не прячьтесь. Как ты можешь думать, что я не настоящий, что я не могу любить тебя? Ты так тронул меня этими мыслями. У меня есть желание, и я действительно люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты уходил от меня, ты мой сын, моя дочь. Конечно, я люблю тебя. Когда ты в депрессии, не я навещаю тебя. Обнимаю тебя любовью, очищаю твое сердце, прощаю твои грехи, ты исцеляешься и воскресаешь. Обратите внимание сейчас, мое обещание твердо и не будет нарушено. Никто не отнимет тебя из моей руки, моя любовь навсегда. Если у вас есть сомнения, то это потому, что вы слушаете не тот голос, но давайте остановимся. Приди в мои объятия сейчас, я счастлив, как и ты. Ты делаешь меня счастливым, когда бежишь ко мне, придет противодействие, сомнения останутся, но это всего лишь летающие птицы. Не позволяй им гнездиться в твоем сердце, не принимай ложь смерти, которую пытается посеять враг, не грусти об этих сомнениях, ты выйдешь из этой печали. Теперь я пишу свое имя в твоем сердце, чтобы ты не забывал и не сомневался, вся моя любовь твоя. Расскажи мне, что ты чувствуешь, когда слышишь, как я говорю, что люблю тебя. Что вы чувствуете, когда знаете, что я обращаю внимание на каждую вашу мысль и знаю вашу ситуацию? Какие чувства наполняют вашу жизнь, когда вы знаете, что вас ценят, защищают и любят? Молодец, добрый и верный раб. Эти слова вскоре прозвучат, когда вы увидите, как радость и благословение льются в ваш дом и ваших близких. Будьте готовы к сиянию, полному праздника и благодарения, наблюдая, как вся ваша семья соберется под знаменем моей любви. Подтвердите верой: Господи, я готов принять Твое чудотворное дело в своей семье.
Коснулись ли вашего сердца слова Божьей любви и водительства? Тогда не стесняйтесь поделиться этим видео со своими близкими, чтобы они могли быть благословлены этими сильными словами. Нажмите кнопку «Нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы получать такой вдохновляющий контент, укреплять свою веру и связь с Создателем каждый день.